Казахская культура становится более узнаваемой за границей и заинтересовывает все больше и больше иностранцев. Накануне азиатский дизайнер Джимми Чу, прославившийся благодаря линейке обуви Дэниел и лестному отзыву принцессы Дианы о его работе, облачился в казахский чипан и даже в нем сфотографировался. Произошло это на международном показе дизайнеров из Центральной Азии в Малайзии. Желание надеть чипан возникло у дизайнера не просто так. Дело в том, что на показ была приглашена телеведущая и бизнесвумен Динара Саджан с ее коллекцией одежды Туркестан. Именно она и преподнесла господину Чу этот презент. Я всегда говорила, что мода – это мягкая сила, которая может быстрее и ярче рассказать о нашей стране, культуре, традициях. Нас вдохновил мавзолей Хаджи Ахмеда Ясауи. В Куала-Лумпуре через наши наряды я хочу передать дух казахского народа, дать возможность рассмотреть гирих, вид исламского декоративного искусства и сакральные знаки священного Туркестана. На показ модели выйдут под музыку Едиля Хусайнова. И если уж азиатская сторона пригласила казахстанку, то можно сделать вывод, что наша культура и обычаи им явно интересны. Причем можно заметить, что в последнее время увлечение казахской национальной тематикой происходит во всем мире, что раньше в таких масштабах уж точно не наблюдалось. Меньше месяца назад певец Димаш Кудайберген посетил самую просматриваемую вечернюю передачу на российском телевидении «Вечерний Ургант». Казахстанец пришел в студию вместе с композитором Игорем Крутым и олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой. В качестве презента Димаш преподнес ведущему казахский чипан. «Уважаемым людям у нас дарит чипан. Хочу воспользоваться моментом», — сказал певец. «Такие вещи есть только у меня и у Николаса Кейджа», — пошутил Иван, облаченный в традиционный казахский наряд. Естественно, подобный жест, сделанный на одной из популярнейших российских передач, очень сильно повысил узнаваемость казахского чипан и наших национальных обычаев. А слова телеведущего про презент Николасу Кейджу, сделанные еще в 2017 году в Нур-Султане, говорят, как минимум, о том, что этот метод работает.